Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и мы с вами смотрим карту дня на 2 марта. Это у нас будет среда. Смотрим события дня. Для каждого знака зодиака начинаю я по традиции с овнов и смотрю на колоде. Такая у меня вот колода есть, называется на цыганский пасьянс. Да, кому интересно название. Так, смотрим овны. 2 марта, среда. События дня. Покажите мне, пожалуйста, для моих зрителей. Что ждет их 2 марта? События. События дня. Так, смотрим. Подкова – это удача, везение вам будет сопутствовать в среду. Свидание может быть в этот день. Получение какой-то новости. Может прийти смс-ка на телефон или письмо на электронную почту. Да, проверяйте. Так, теперь я смотрю периметр строго по горизонтали и по вертикали. Смотрю по горизонтали. Нет, нет. Нет, нет. По вертикали. Нет, нет. Победа. Флаг. Это победа, достижение, результат какой-то. Если у вас соревнования, например, да, в этот день. Может быть, ваша победа. Так. Нет и нет совпадений. Смотрите, у вас 4 события. У вас получается удача. Да, возможно, благодаря этой удаче и везению вы и победу получите. Удача, везение, свидание, получение новости и победа. Вот такие хорошие события выпали. Благодарю вас, овны, за внимание. Перехожу к тельцам. Меняем значок, смотрим. Тельцы. 2 марта. 2 марта. Среда. События дня для тельцов. Покажите, пожалуйста, что ждет моих зрителей тельцов 2 марта. В среду. События. Так, ну что-то у вас прям тельцы. Что-то у вас прям карты непослушные. Сейчас посмотрим, к чему это. Так, что-то у вас тут нет совпадений. Или я чего-то не вижу. Угу. Есть первое, это верность, гармоничные отношения в паре. У кого есть пара, у вас все будет хорошо.
Книга – это посещение какого-то госучреждения, может быть, в этот день. Так, смотрим периметр. Смотрим строго по горизонталям и строго по вертикалям. Горизонтали нет, вертикали нет, нет. Ключ, прекрасно. Ключик всегда показывает, что у вас решаются разные сложные вопросы, да, то есть что-то, что было закрыто, что-то не получалось. Вот это все можно в среду решить, да, потому что ключ, нет никаких преград. Сейчас я еще досмотрю. Нет, больше не вижу. Получается 3 события. Первое – это все хорошо будет в личной жизни. Вы можете посещать какое-то госучреждение, госструктуру. Колокольчик вот еще увидела. Колокольчик – пустые разговоры. С кем-то можете общаться долго в этот день. И ключ показывает, что у вас нет никаких преград и препятствий. Так что события все, в принципе, очень хорошие у вас выпали на среду. Непослушность карт, я думаю, это было к тому, что, возможно, может быть, вот эти вопросы, да, в казенном доме, в госучреждении, там будет какая-то суета, знаете, вот они как бы не складывались, да, вот карты. То есть, ну, так как есть ключ, я думаю, что даже если будут эти, знаете, какие-то вот сложности, вы не переживайте, по ключу оно точно решится. То есть не переживайте, если будет какая-то суета. Как бы тут точно вот вы совсем разберетесь. Я думаю, что так, наверное, был намек от карт. Благодарю за внимание, тельцы. Дальше я перехожу к близнецам. Так, близнецы, смотрим события для вас. 2 марта. 2 марта. События дня для моих зрителей близнецов. Покажите мне. 2 марта. Среда. Смотрите, у вас сразу же первое, что выпадает, обман, маска. Нужно быть осторожными. Кто-то вас попытается обмануть. Ну, иногда проигрывается, когда мы одеваем маску, да, то есть, может быть, даже и вы кого-то можете обмануть. Поэтому тут может быть и так, и так. Ну, на всякий случай будьте, да, вот, внимательны. Замок, тайна. Какая-то тайна, секрет может открыться. Или же, как вариант, замок часто показывает, что-то закрыто в этот день. Любовь, гармоничные отношения в паре или встреча партнера, партнерши, знакомство. Ножницы. Решаться какие-то дела, вопросы у вас, возможно, которые долго не получалось решить. Смотрите, победа, да, например, долго были суды, да, длились, и по ножницам все, да, вот это, допустим, последнее заседание, где уже вот вы получаете какой-то результат. Победа, выигрыш. Может быть, для этого нужно будет обмануть, как вариант, я не знаю, может, даже у кого-то и так проиграется. Но лучше никогда этого не делать. Потому что, да, за каждый поступок мы отвечаем. Солнышко, хорошее настроение у вас будет. Так, проверяю периметр. Строго горизонтали смотрим. Да, свечи еще есть. Свечи – это надежда. Это когда есть четкое понимание того, что да, вот все хорошо, все будет нормально.
Позитивный настрой такой, знаете. Колокольчик, пустые разговоры. Возможно, будете кому-то рассказывать об этой победе, да, то есть болтать с кем-то долго в этот день. Здесь нет, теперь здесь нет карточки, мы не проверяем. Здесь нет совпадений, здесь нет. События в доме нельзя. И здесь нет совпадений. Значит, первое, у вас идет обман. Потом у вас идет, открывается какая-то тайна, либо какая-то информация для вас. Как вариант, еще может быть что-то закрыто. Встреча половинки или гармоничные отношения, если она уже есть. Решение вопросов, победа, разговоры, отличное настроение и надежда. Да, то есть это понимание того, что вот все будет хорошо. Очень положительный настрой. Вот такие события. Да, то есть тут вот начало какое-то не очень, да, какая-то обман, тайны, но дальше вот все видите, день налаживается, скажем так. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Смотрим, раки, события для вас. 2 марта. События дня для раков. Среда. Для моих зрителей раков в среду. Покажите мне. 2 марта. Ну что, смотрим, что у вас. Так, у вас сразу же первое выпадает. Хорошее настроение будет в среду. Хорошее самочувствие. Завистники могут в вашем окружении, да, крутиться, вертеться. Яблочко, слезы. Ну, тут, кстати, могут быть слезы радости, как вариант. Ожидания уже нельзя, корабль. Неприятность, смотрите, выпадает. Неприятность, то есть это какая-то ситуация, которая, ну вот в этой колоде, вы знаете, непонятно. В этой колоде, если в другой колоде у меня четко видно, когда неприятность происходит по вашей вине, да, когда вы, скажем так, уже в ситуации находитесь как заложник, да, скажем так, то здесь в этой колоде непонятно. Из-за вас это произойдет, не из-за вас. Но на всякий случай, да, вот в этот день старайтесь себя перепроверять. То есть каждый свой шаг, каждое свое действие старайтесь контролировать и проверять. Потому что неприятность это очень часто, когда мы по своей, знаете, вот глупости, там, неосторожности, да, вот совершаем какие-то ошибки, потом их исправляем. Там что-то где-то неправильно заполнили, не туда перевели деньги. Уехали, допустим, на работу, забыли дома, не знаю, там карточку, телефон, не знаю, там не туда поехали. В общем, ну какие-то такие вот вещи, которые периодически с нами со всеми происходят, да, эти неприятности. Поэтому постарайтесь вот их избежать. Пустые разговоры, потом, может быть, даже кому-то будете рассказывать об этом. Казенный дом – это посещение госучреждения. Вот, например, поехали в госучреждение, приехали, забыли какую-то справку дома, забыли паспорт, да, там, то есть, ну, что-то важное, приходится возвращаться, соответственно, это неприятность, понимаете? Вот, может быть, так, или там что-то заполняете, не те данные поставили, ошиблись, да, то есть и какая-то ситуация. Так что вот прям просто будьте осторожны. Еще и скользкое дело. Скользкое дело и надежда. Скользкое дело говорит о том, что будет предложение в этот день, вам поступит, но это будет обман. Да, то есть, возможно, вот смотрите, скользкое дело, неприятность.
какое-то предложение, вы на него соглашаетесь, а потом выясняется, что это был обман, и он доставил вам неприятности, понимаете? Вот эти могут быть взаимосвязаны. Поэтому предложения, которые будут поступать в этот день, обязательно перепроверяйте, переспрашивайте, консультируйтесь, звоните, узнавайте, да, скажем так, у каких-то специалистов по этому вопросу, там, скажем так, задавайте какие-то вопросы дополнительные, потому что вас пытаются обмануть, и что-то преподносят в хорошем свете, да, в таком распрекрасном, что вот надо прям брать прямо сейчас. Но это обман, да, то есть если там покопаться поглубже, вас дурят, понимаете, вам, как говорится, дают конфетку, а в обертке там, ну, как бы не конфетка точно лежит, понимаете. Поэтому обратите на это внимание. Возможно, вот если вы возьмете эту конфетку, потом получите неприятность. События в доме еще вот пропустила. Так, хорошо, смотрите, у вас очень много событий, очень. Называю по очереди просто. Значит, хорошее настроение. Затем появляются злые языки, завистники, да, какие-то люди в окружении. Слезы, неприятность, скользкое дело, да, обман. Ну, так как рядом выпадает надежда, свечи, я думаю, что вы с этой ситуацией разберетесь, потому что свечи всегда показывают, да, что мы верим в лучшее, верим в будущее, в то, что все будет хорошо. Я думаю, благодаря тому, что мы с вами сделали расклад, да, вы теперь предупреждены, и вы эту ситуацию просто избежите, да, то есть как бы предупредите ее. Также у вас выпадают пустые разговоры, события в доме, да, может быть, какое-то событие еще в этот день, и посещение госучреждения. Вот такое количество событий у вас. Очень насыщенный день. Среда. Благодарю за внимание. И перехожу к львам. Так, львы, смотрим. 2 марта. Львы. Покажите мне, пожалуйста, события для моих зрителей левушек на 2 марта. Это среда. Что будет происходить у них? Смотрите, у вас первое выпадает событие в доме, может быть какое-то. Может быть не прямо у вас в доме, а в родне, да, например, у кого-то из родственников. И вы как бы просто карта показывает, что вы принимаете в этом событии участие. Свидание может быть. Свидание. Якорь нельзя. Рыба, скользкое дело, будьте прям очень осторожны в этот день, очень, это обман, рыба. Это какое-то скользкое предложение, когда вам предлагают что-то не очень хорошее, да, то есть, а вы в этом не видите подвоха, поэтому надо быть осторожными. Исполнение желания. Общение с другом, подружкой. Деловые отношения, общение с кем-то по работе. Так, цыпленка нельзя. Интимная связь еще вижу. Ну, кому это, конечно, актуально. Так, и смотрим с вами периметр. Периметр строго по горизонтали всегда. Строго по горизонтали и строго по вертикалям. Здесь нет.
Нет. Нет. Нет. Нет, не вижу совпадений больше. Значит, первое у вас событие в доме в этот день. У вас свидание может быть. Обман, вас попытаются обмануть. Будьте осторожны. Предложение, да, какое-то предложение, но оно с подвохом. Общение с подружкой, другом, деловые отношения, общение по работе, исполнение желания и вот последняя интимная связь. Вот такие события. Лёшки, благодарю вас за внимание. Вам в этот день только нужно вот остерегаться какого-то предложения скользкого. Так, перехожу к девам. Девы. 2 марта. События дня для дев. Покажите мне, пожалуйста. События дня для дев. Так, вижу тайное свидание. Первое. Смотрите, кто-то мог увидеть часы, да, первый момент. Я уже положила тайное свидание, увидела часы. Если вы часы увидели первый, тогда у вас проиграются часы, а не тайное свидание. Часы обозначают время. Нужно быть осторожными со временем в этот день, да, то есть вы можете опаздывать куда-то или постоянно смотреть на время. Возможно, нужно дать заказ на время, да, то есть вы все время вот поглядываете на часы, как будто, да, вот спешите. Так может проигрываться. Деловая встреча. Да, вот, например, у кого-то, если вы время увидели, у вас встреча, и вы можете на нее опаздывать. Так, периметр проверяю. Строго горизонтали сначала смотрим. Строго горизонтали нет. Строго вертикали нет. Нет. Метла есть, ссора. Может быть небольшая ссора, конфликт. Ну, это такая, знаете, по метле это не серьезная. Еще метла иногда показывает просто уборку, да, то есть когда мы занимаемся домашним хозяйством, так сказать. И дорога, поездка. У кого-то может проиграться ссора в поездке, в смысле в транспорте, да, или в самой дороге. Так, смотрим, смотрите, значит, что у вас получается, какие события. Первое, это какое-то тайное свидание, тайная встреча, может быть. Затем идет встреча по работе, затем идет ссора и дорога, поездка в этот день. Так что вот такие события, девы. Благодарю вас за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Как вам найти вторую часть? Первый вариант. Под этим видео в описании будет ссылочка. То есть вы можете просто пройти по ссылке. Второй вариант. Вы можете написать мне в комментарии: мне нужна вторая часть. И я вам обязательно оставлю ссылочку. Третий вариант. Вы можете зайти на мой канал Таро Дома,
Там есть плейлисты, и в плейлисте «Карта дня» есть все карты, да, вот все части всех карт, которые я записываю. Да, то есть таким образом можно найти. Благодарю вас за внимание, жду вас во второй части.